Коротко о других заметных событиях города и области далее в нашей рубрике «Новости одной строкой». На Южном Урале многодетные семьи получат по 1500 рублей на ребенка на подготовку к новому учебному году. Пособие будет предоставляться на каждого ребенка до 18 лет, который очно обучается в общеобразовательных учреждениях начального профессионального, среднего и высшего профессионального образования, специальных коррекционных образовательных учреждениях. Для получения единовременного социального пособия необходимо предоставить в Управление социальной защиты населения по месту жительства заявление и соответствующие документы. Они будут приниматься до 31 октября. В отделе МВД России по городу Копейск работают 3 телефона доверия. Телефон доверия отдела 7 51 70, телефон доверия ГИБДД 98 911, телефон доверия ОВО 7 41 13. Звонки по телефонам доверия принимаются круглосуточно в режиме автоответчика. Работа телефонов доверия организована с целью изучения проблем, обеспечения общественной безопасности, получения конфиденциальной информации о совершенных или готовящихся преступлениях, выявления противоправных действий сотрудников органов внутренних дел, а также для укрепления взаимного доверия населения и полиции. Любую информацию, по которой необходимо принять незамедлительные меры, а также о совершенном происшествии или преступлении, необходимо сообщать в дежурную часть отдела МВД России по городу Копейск по телефонам 02 или 98 822 98 805. Во вторник в администрации города прошло очередное заседание организационного комитета. На нем обсуждался план мероприятий празднования главного городского праздника. Традиционно праздничные мероприятия начнутся за несколько дней до официальной даты. Копейчан и гостей города ждет масса культурно-развлекательных мероприятий. В рамках празднования пройдут многочисленные конкурсы и фестивали, общегородской детский праздник в центре города, а также будет подготовлена обширная праздничная программа. В ближайшее время будет утвержден точный план и создано расписание праздника.